Здравствуйте, меня зовут Диля Слаймановна, я преподаватель русского языка, логопед, работаю в клубе Белим. Сегодня я подготовила для вас урок по теме «Дни недели». Узнаем, сколько дней недели и какой день называется. Как-то с другом захотели мы однажды посчитать, сколько дней у нас недели, 3, 4 или 5. Мы до вечера пыхтели, но ответ найти сумели. И ответ-то нет верней, ровно 7 недели дней. Раньше никаких имен у дней недели не было. И из-за этого была страшная путаница. Захотел, например, кто-то прийти в гости, а когда не сказал. И вот день его ждут, 2, 3, а он все не приходит. Перестали ждать, а он тут как тут. Решили тогда дни недели имена себе придумать. «Я буду понедельник», — сказал первый день, «потому что я открываю неделю. А я вторник, потому что я второй. А я буду среда», — сказал третий, «потому что я в середине недели. А я буду четверг, потому что я четвертый. А я пятница», — сказал следующий день. «Я же пятая». А я суббота, потому что это значит отдых. Я буду воскресенье, сказал последний день недели, потому что этот день воскрес Христос. Так все недели получили имена, и никто их больше уже не путал. Вот неделька, в ней 7 дней, поскорей знакомься с ней. Понедельник, первый день, вторник, второй день, среда, третий день, четверг, четвертый день, пятница, пятый день, суббота, шестой день, воскресенье, седьмой день. Как же запомнить дни недели? Нам поможет стихотворение. Понедельник нарисую я ромашицу большую, а во вторник рядом домик, пусть живет в нем Ванька-гномик. В среду будет суп к обеду, и еще поеду к деду. А в четверг пойдем мы с мамой в зоопарк веселый самый. В пятницу с моей подружкой будем мы ходить друг к дружке. А в субботу с папой едем на большом велосипеде. В воскресенье отдыхаю, лишь пою, стихи читаю. Ребята, запомнили? Понедельник рисовали большую ромашку. Во вторник дом для Ваньки-гномика. Среда был суп. И поехали к деду. В четверг ходили с мамой в зоопарк. В пятницу ходят подружки, гости друг к дружке. В субботу катаемся с папой на большом велосипеде. А в воскресенье отдыхаем, поем и стихи читаем. А чего в мире по 7 еще? У Светика-семисветика, посмотрите, сколько лепесточков? 7 лепесточков. У радуги сколько цветов? Тоже 7 цветов. В сказке 7 гномов. Помните, как эта сказка называется? Белоснежка и 7 гномов. 7 козлят в сказке волк и 7 козлят. А 7 богатырей в сказке о мертвой царевне и 7 богатырях. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч!